Праздник открытия новой школы чувствуется уже с порога в традиционно черно-белой форме с разноцветными шарами в руках и неподдельной улыбкой на лицах. Учащиеся Центра образования уже готовы к новым школьным испытаниям. Я долго готовилась. Мне очень нравится эта школа. Поздравить школьников, родителей и весь педагогический коллектив приехали глава региона Юнусбек Евкуров и полномочный представитель президента страны в СКФО Олег Белавинцев. Выступая перед собравшимися, почетные гости отметили, что необходимо способствовать полноценному развитию школьников. Это главная задача, которая, несомненно, должна решаться в этих стенах. Юнусбек мы сделать все для того, чтобы перейти на односменное обучение детей. И вот сегодня у нас у всех огромный праздник. Уверен, что, вот, обращаясь к детишкам, у них сегодня, они все красивые, замечательные. Уверен, что школьные годы пролетят быстро. Им хотел бы пожелать, чтобы они, выйдя из стен этого замечательного учебного заведения, всегда помнили о своей школе, о своих педагогах. А школа гордилась своими выпускниками и всегда понимала, что делает самое главное. Готовит людей, готовит, учит и воспитывает патриотов нашей великой национальной родины России. Мы довольно серьезно разгрузили Магадские две школы, где дети учились в каждом классе, там порядка 35-36 детей. Это хороший подарок. Мы в этом году уже и вчера, и сегодня, это уже третья школа открывается, до конца месяца открываем, или 1 октября открываем еще 2 школы, и до конца года еще открываем 3 школы. Итого у нас получается в этом году 8 школ и 4 дошкольных учреждения. Это довольно хороший прорыв. И эта школа, и другие школы, они благодаря поддержке и усилиям федерального центра, личного участия Олега Евгеньевича Белавинцева и его командой. И, конечно, не могу здесь не сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, которая более чем трепетно относится к строительству объектов образования как у нас в республике, так и во всех регионах Российской Федерации. Олег Белавинцев сегодня приехал не с пустыми руками. Он преподнес школьникам ценный подарок. От нашего коллектива синтезатор. Свою новую, но уже любимую школу дети открывают с радостью в глазах и выразительным чтением стихов, в которых каждое слово прямо ода новой школе. Здесь есть все виды спорта, это очень хорошо, потому 4 что спортзала. не надо сразу здесь можно заниматься, не надо ходить в другие места. И вот долгожданный кульминационный момент. Юнусбек Евкуров вместе с Олегом Белавинцевым и первоклассниками развязывает большой красный бант. После торжественного открытия высоких гостей приглашают на экскурсию самим оценить условия, созданные здесь для детей. В новом центре образования на 1500 мест условия самые современные. Просторные светлые классы, объемные коридоры, актовый зал на 750 человек, столько же и в большой просторной столовой, а также 4 спортивных зала, где могут заниматься различными видами спорта. Уникальность нового образовательного центра еще в том, что объект состоит из 3 учебных корпусов, где организовали раздельное, начальное, среднее и старшее обучение. Здесь созданы идеальные условия для учебы, отдыха, питания и занятий спортом. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики детей будут делить по талантам. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием, не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. В этой школе есть все, что используя можно проводить время. Тут есть различные дополнительные кружки, швейные, кулинарные и так далее. Сегодня мы вышиваем тамбурным швом 1 сентября. Весь коридор заполнен поделками детей и студентов из различных школ и СУЗов республики. Здесь представлены вышивки, гончарные работы, бисероплетение, газетоплетение, робототехника и многое другое. Олегу Белавинцеву, как ценителю и любителю живописи, ученицы школы Нового Реданта подарили одну из своих картин. Вот такой подарок называется «Веранда у моря». Нам будет очень приятно, если вы его примете.
это решение коллектива детей. Коллективное решение. Радость тех, кто уже занял свое место за партами, полностью разделяют их родители, которые видят в новой школе большие возможности для своих детей. Мы живем по соседству рядом со школой. Школа большая, новая, красивая. У нас большие надежды. Надеемся, что и образовательный процесс будет соответствующий. Поэтому мы сегодня с Алией пришли в 1 класс. Это школа полного дня. В первой половине очная деятельность, а во второй занятия в дополнительных кружках. По программам дополнительного образования у нас в проекте «Школа в школе» предусмотрена такая школа, как школа-мастер. В этой школе у нас сетевое взаимодействие со средними профессиональными организациями. Вот в этой школе у нас мы наметили обучение таких рабочих профессий, как повар-кондитер, портной, парикмахер, дизайнер, младшая медицинская сестра, ну и так далее. То есть, что это нам дает? Это нам дает то, что после окончания школы наш выпускник будет иметь не только аттестат о среднем общем образовании, но также им будет иметь диплом об освоении рабочей профессии. В школе делают акцент на то, чтобы учащиеся проводили свое время с пользой, и детям придется оправдывать доверие не только директора и преподавателей, но и своих родителей. Ведь для этого у них есть лучшая возможность. Светлана Томова, Хаваш Гойгов, Новости 24.